düştü Ermanas, sol koluna saraltın. Удай düştü Ermanas. Узбечка Джанона Абдрахманова исполняет великий эпос «Манас». Каждое слово, на удивление, звучит красиво и проникновенно, как это умеет делать только настоящий монасчи. Несколько лет назад, прочитав эпос, она решила стать акыном, чтобы выразить любовь и уважение к родному краю, где она родилась. Прочитав почти все произведения Чингиза Айтматова, я полюбила кыргызский язык. Сейчас я стараюсь донести до нового поколения значимость Манаса через свои выступления. Мне очень нравится петь на кыргызском языке и читать отрывки из эпоса. По профессии Джанона учитель русского языка, но больше 25 лет своей жизни она посвятила любимому делу – преподаванию кыргызского. 5 лет назад она вышла на пенсию, но из школы не ушла. Сейчас преподает кыргызский язык в младших классах. Для нее кыргызский – это не просто язык общения, а мост дружбы между народами Кыргызстана. Песни уносят ветер, и скоро во дворе ее сада собираются соседи. К исполнению эпоса «Манас» здесь уже давно привыкли, как и к легким переходам Джанона с одного языка на другой. Для жителей села Учкургон Баткенской области все 4 языка – кыргызский, таджикский, узбекский и русский – уже давно стали родными. Если у человека есть интерес, он всему научится. Вначале у меня тоже был просто интерес, а потом я научилась исполнять манас на кыргызском языке. Сейчас мы с моими учениками ставим сценки из эпоса, и я учу их читать манас. Большинство моих учеников очень хорошо говорят на кыргызском. Джанона – одна из солисток ансамбля «Серебряная струна», инициатором и спонсором которого является само правительство в лице Госагентства по местному самоуправлению. Музыкальный коллектив появился несколько месяцев назад, но уже востребован и часто выступает с концертами. Главная цель ансамбля – укрепление мира и дружбы между народами юга страны. Справляться с этой миссией ему помогает внутренняя сплоченность. Члены коллектива – кыргызы, таджики, узбеки, татары и русские – быстро сдружились и стали одной семьей, которая нередко собирается за одним столом. Не знаю, как другие, но я сразу влилась в коллектив, как будто мы были давно знакомы. Раньше я почти никого не знала из ансамбля, кроме Джаноны Дже. Я была ее фанаткой. Я очень уважаю ее, она отличный учитель и очень талантливый человек. Одним из самых молодых музыкантов ансамбля Бабуру и Мурада больше 20 лет. Оба получили квоту и закончили Государственный институт искусств в Таджикистане. Но, несмотря на заманчивые предложения, вернулись на родину. Потому что мы нужны Кыргызстану, нужны Учкургону. Я учитель музыки в местной школе, у нас есть маленький ансамбль, и я хочу научить талантливых ребят всему, что знаю сам, чтобы потом они смогли поехать и поступить в консерваторию Бишкеки. Я мечтаю о том, что когда они вернутся, кто-нибудь из них будет играть на флейте или скрипке, и наш ансамбль станет сильнее. На следующий день Джанона знакомит нас со своей семьей. У Джаноны 3 детей, сын работает врачом, а дочери решили пойти по стопам родителей. Младшая из них вот уже 7 лет преподает кыргызский язык в местной школе. Я родилась в семье учителей, поэтому тоже выбрала эту профессию. Кыргызский язык – язык моей родины. Я люблю его, и поэтому я стала учителем кыргызского языка. Я хочу передать свои знания детям нашего села, новому поколению, чтобы таджики и узбеки хорошо знали кыргызский язык. Учкургон – уникальное село. Если вы приедете сюда сами, то легко поймете почему. Расположено село в Баткенской области, на северо-востоке граничит с Узбекистаном, но при этом 65% его населения по национальности таджики. Но главное в том, что его жители – это живой и самый яркий пример этнической интеграции и гармоничного соседства кыргызов и таджиков. Конфликты здесь происходят крайне редко. Возможно, потому что, несмотря на то, что кыргызский и таджикский абсолютно разные языки, каждый житель села знает кыргызский в совершенстве. У нас есть соседи киргизы, узбеки и таджики. Мы все живем в мире и согласии. Мы любим Кыргызстан и не жалеем, что живем здесь. Кыргызстан – наша родина. Мы все счастливы, что живем здесь.
Джанона настоящий миротворец. Она считает, что дружбу народов нужно развивать и укреплять, и делает для этого все возможное. Внук Джаноны собирается продолжить добрую традицию своей бабушки.